Вся жизнь Руслана Аталикова неразрывно связана с коровами. Для них он и врач, и диетолог. Говорит, что они, как и люди, любят хороший уход и разнообразие в рационе. Молоко у коровы на языке. Как ты ее покормишь, такой и удой получишь. Состояние вновь прибывшего поголовья Руслан оценивает как отличное. Но пока буренки на карантине, врачи должны проверить их на различного рода болезни. Кормление у нас будет осуществляться монокормом, который приготовляется специальным кормораздатчиком и раздается это все согласно физиологического состояния животных, задается этот весь корм. Сейчас в молочно-мясном комплексе без малого 300 коров, а уже в мае их количество достигнет 800. Крупнорогатый скот черно-пестрой масти привезли в Ингушетию из Оренбургской области, Башкирии и Татарстана. Ухаживает за ними 30 человек. Все они в спецодежде с красноречивой надписью на спине. Российский скот – это местный скот. Мы отказались от зарубежного скота, потому что как-никак свое – это свое. Надо уже поддерживать своих производителей, и они наиболее адаптированы к нашим условиям, чем европейский скот. За 305 дней с одной головы мы собираемся получать аж 6 тысяч килограммов молока за первую лактацию. Рядом с комплексом уже построили завод по переработке молока, который будут давать местные коровы. Весь процесс доения будет автоматизирован. 4 группы по 135 животных будут сами проходить по галерее к доильным залам и давать молоко на карусели. Осталось только подключить все к электронной системе управления. Дойная корова, возвращаясь обратно к своей группе, оказывается перед так называемыми селекционными воротами. Если же она дала молока меньше нормы, то здесь срабатывает специальный датчик, и ворота перед ней закрываются. Тем самым она автоматически попадает в так называемый отстойник. Здесь уже врачи-ветеринары будут определять ее состояние. Отсеянных на карантине коров после детального анализа будут лечить на месте. А основная группа вернется к месту кормления. Юнусбек Евкуров осмотрел новый молочно-мясной комплекс и проверил оборудование. На ферме уже есть первый приплод. Здесь, говорят, хороший знак. Сейчас отбегает, а так выбегает, бегает. В родильном отделении для телят установили индивидуальные домики. Массовый отел ожидается уже в сентябре, а первую свою продукцию комплекс планирует выпустить уже в ноябре этого года. Хусен Гагиев, Сулумбек Аздов, Юсуп Ханиев, Новости 24.